Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. 4 человека погибло и 3 пострадало. Автоцистерна наехал на УАЗ дорожных рабочих. Близ Уфы в аварии пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок. За препятствование движению скорой можно будет сесть в тюрьму. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Башкортостане в минувшую субботу в ДТП погибли 4 человека. По предварительным данным, авария произошла днем на 112-м километре автодороги Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе. По информации ведомства, 54-летний местный житель за рулем автоцистерны «Вольво» допустил столкновение с стоящим на обочине микроавтобусом УАЗ. 3 человека стояли возле автомобиля и осуществляли погрузку дорожного инвентаря. Еще 2 водитель находились внутри. Известно, что погибшие были дорожными рабочими. В результате столкновения водитель УАЗ и 3 пешехода скончались на месте аварии. Водитель грузовика и 2 пассажиров УАЗ получили травмы. Тем же днем напротив дома номер 11 по улице Перспективной произошло смертельное ДТП. По данным ведомства, 77-летний мужчина за рулем ВАЗ-6 модели ехал со стороны микрорайона Шакша в сторону улицы Вологодской. Автомобили стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора. По словам очевидцев, пенсионер во время движения по путепроводу не справился с рулевым управлением и допустил наезд на ограждение, после чего столкнулся с Toyota Land Cruiser 200. Иномарка от удара столкнулась с прицепом машины «Лада Калина», стоявшей в попутном направлении. Пожилой мужчина, управлявший «шестеркой», скончался на месте происшествия. Подробности уточняются. Еще одно смертельное ДТП произошло накануне в Архангельском районе. По предварительным данным, автобус «Кинг-Лонг», следующий по маршруту Мендигулова-Набережные Челны, на 51-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли 6 человек, 21 пассажир были доставлены в лечебное учреждение, из них 8 были госпитализированы, в том числе 1 ребенок. По уточненным данным, в автобусе находилась группа туристов, всего 39 человек. С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС России. В ликвидации последствий ДТП задействовано 27 единиц техники, 94 человека. От МЧС 4 единицы техники, 26 человек. В Башкортостане несовершеннолетняя автоледи попала в ДТП, в котором пострадал ребенок. По информации ведомства, авария произошла в минувшую пятницу в Зилаирском районе. 17-летняя жительница города Сибай, двигаясь по автодороге Байгужина-Бекьян за рулем Рено Логан, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии получила травму 8-летняя пассажирка. Известно, что водитель не имел водительского удостоверения. Отмечу, что подобное ДТП произошло днем 10 июля в Белорецком районе. 21-летняя местная жительница за рулем ВАЗ-5 модели съехала в кювет и врезалась в бетонный блок. В результате аварии водитель и ее двухгодовалая дочь с травмами госпитализированы. Известно, что водитель не имел водительского удостоверения, кроме того, перевозил ребенка без детского удерживающего устройства. Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в минувшую пятницу в Уфимском районе. По информации ведомства, на автодороге Уфа-Оренбург на перекрестке в деревне Локотки столкнулись Volkswagen Amarok под управлением 40-летнего водителя и Datsun Ondo, за рулем которого находился 18-летний уфимец. По фото очевидцев видно, что стрелка спидометра автомобиля с молодыми людьми застыла на отметке в 150 км в час. В результате аварии пассажиры Volkswagen, 39-летняя жена водителя и их 3-годовалая дочь с травмами доставлены в больницу. С Datsun пострадали 4 пассажиров, молодые люди 17 и 19 лет. На месте происшествия работали полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются. В Башкортостане в минувший четверг погиб мотоциклист. По информации ведомства, ДТП произошло вечером в Волгоградском районе на пастбище близ Староапсалямова. 28-летний местный житель, управляя мотоциклом Иж-Планета-5, допустил съезд в карстовый овраг. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Известно, что он ранее был привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. ЧП произошло, когда мужчина осуществлял выпас скота. Тем же днем в том же Аургазинском районе полицейские устроили погоню за пьяным мотоциклистом. На записи с видеорегистратора видно, как навстречу патрульной машине проносится мотоциклист без шлема. Автоинспекторы начинают преследование нарушителя. Водитель съезжает с проселочной дороги, и преследование продолжается в поле. В итоге сотрудникам полиции удается остановить и задержать байкера. Оказалось, что 32-летний мужчина был сильно пьян и лишен прав. Теперь ему грозит уголовное наказание.
В Башкортостане ОСАГО есть далеко не у каждого, и у тех водителей, у кого он не оформлен, есть свои отговорки. Помимо этого возникает множество вопросов именно к страховщикам. Сегодня мы попытаемся на них ответить. ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности. Если кратко, ОСАГО защищает вас от непредвиденных трат в случае ДТП. Покупая полис ОСАГО, вы страхуете себя от следующей ситуации. Вы по неосторожности попали в ДТП, вас признали виновным, вы разбили дорогую машину. В этом случае по полису ОСАГО страховая компания заплатит деньги пострадавшему за вас, а вы ничего платить не будете. То есть, покупая страховку ОСАГО, вы защищаете себя от больших проблем в случае, если виновник вы. Максимальный размер выплаты по ремонту ОСАГО составляет 400 тысяч рублей. В Уфе заложили первый камень нового Бельского моста. Третья переправа на выезде из города в сторону аэропорта будет длиной 688 метров и вместит дополнительно 3 полосы. Ежедневно по новому мосту будут проезжать около 30 тысяч автомобилей. Переправа значительно разгрузит транспортные потоки. Подробности смотрите далее. Пробки на этом мосту не редкость, особенно вечером, в пятницу и в выходные. Строительство нового моста, который соединит два существующих, должно помочь в этой ситуации. Новый мост был задуман еще давно, особенно остро стал вопрос о его возведении в период, когда был закрыт старый мост из-за обрушения дорожного полотна. Однако сдвинуть этот вопрос получилось лишь после того, как Ради Хабир в рамках транспортного форума в Москве встретился с руководством Росавтодора. Заявка республики на возведение трехполосной вставки была принята и одобрена. Бюджет проекта 3,5 миллиарда рублей. Первый транш в 500 миллиарда регион уже получил. Недавно мы осуществили ремонт участка дороги Уфа-аэропорт, аэропорт Уфа. Мы одну часть дороги только закрыли, вы видели, какой кошмар был с пробками. Поэтому, собственно, искался вариант сделать таким образом, чтобы максимально не сужать дорожно-транспортную инфраструктуру. Поэтому делается вставка, после вставки реконструкции старого моста. Поэтому это единственный возможный вариант. Протяженность нового моста составит 688 метров. После окончания работ все три сооружения составят единую конструкцию. Вставка будет держаться на 7 цельнометаллических опорах вместо 11 на соседних мостах. Ширина 3 полос составит около 4 метров каждая. Одновременно со строительством моста рабочие начнут возводить и новую развязку на перекрестке Закиевы-Лиди и проспекта Салавата Юлаева, чтобы транспортные потоки не перекрещивались и не создавали новых пробок. Проект предполагает реконструкцию проезжей части улицы Пугачева, а масштабную стройку планируют закончить в рекордные сроки. Мостостроители пообещали, что сдадут объект через 2,5 года. В столице Башкортостана стартовала операция «Чистый номер». Сотрудники ДПС будут останавливать транспортные средства с нечитаемыми или неустановленными в соответствии с требованиями ГОСТа госномерами. Мероприятие проводит столичная госавтоинспекция. За данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 500 рублей. За управление транспортными средствами без установленных и предусмотренных для этого местах госномеров, либо с госномерами, оборудованными с применением материалов, которые препятствуют или затрудняют их идентификацию, грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Главной целью мероприятия является повышение уровня транспортной дисциплины. Этот вид нарушения, так скажем, негативно сказывается на общественной безопасности в части ответственности водителей за совершенные им правонарушения. То есть тот водитель, который управлял транспортным средством и оставил место ДТП с нечитаемыми номерами, нестандартными, во-первых, имеет возможность уйти от ответственности. Но, к счастью, на территории города у нас имеется большое количество технических средств, которые позволяют нам идентифицировать и установить в дальнейшем этих водителей. За препятствование движению скорой можно будет сесть в тюрьму. В основном чтении Госдумы принят законопроект об ужесточении мер наказания за воспрепятствование работы медикам скорой помощи. Он предусматривает ответственность не только для домашних дебоширов, но и для водителей, не пропускающих машины скорой помощи. Строго говоря, действия водителя, не пропускающего машину оперативной службы со спецсигналами, уже предусмотрены российским законодательством. Правда, сейчас статья 12.17 КоАП РФ во втором своем пункте оговаривает два варианта наказания – либо 500-рублевый штраф, либо лишение прав на срок до 3 месяцев. Между тем, принятие особого законопроекта о защите медиков скорой помощи было инициировано после ряда резонансных инцидентов, когда сотрудников скорой не только осознанно не пропускали к пациенту, но и избивали там, куда вызывали. Так, 5 января этого года в Уфе ранили в глаз врача скорой помощи, приехавшего на вызов. А в декабре 2017 года, также в башкирской столице, нападение на врача скорой привело к смерти пациента. Поэтому законопроектом сейчас предусматривается серьезное ужесточение наказания, под которое легко может попасть и нарушающий ПДД водитель. Для начала штраф за непропуск машины скорой помощи предлагается увеличить до 5000 рублей. Отдельно оговаривается и ответственность за возможные последствия подобной задержки. Если удастся доказать, что пациент, которому спешила скорая, серьезно пострадал именно из-за того, что
медики задержались в дороге, виновнику грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. А вот если медики не успели совсем и больной скончался, задержавшему машину грозит до 4 лет тюрьмы. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. Пользователей социальных сетей удивил стиль вождения этой девушки. Героиня этого видео управляет машиной, и при этом на руле у нее не то конспект, не то книга. Юлий Цезарь позавидовал бы ей. Пользователи социальных сетей предположили, что она учит правила ПДД. Так скажем, совмещает теорию с практикой. Однако некоторые комментаторы указали на то, что автор ролика тоже не следит за дорогой, а снимает, что происходит в соседних автомобилях. Это видео якобы сделано на границе Башкортостана и Татарстана. Там лосиха с лосенком устроили настоящий транспортный коллапс на дороге. И все дело в нерешительности малыша. На кадрах видим, как на дорогу выбегает лосиха, а за ней бежит ее детеныш. Однако последний в какой-то момент останавливается и ни в какую не хочет идти дальше. Мать, увидев это, поворачивает назад и останавливается посреди дороги. И тут она начинает как будто уговаривать лосенка перейти дорогу. Так происходит некоторое время. После непродолжительных уговоров лосенок все-таки соглашается и переходит дорогу. Пользователи социальных сетей отметили терпение автовладельцев, которые дождались решения ситуации. Баш Автотрейд на крыше Аркады. Выкуп авто, трейд-ин, кредитование и страховка на месте. От нас сложно уйти пешком. Мы продаем проверенные временем авто. Звоните 8 937 343 41 82. Ищешь запчасти тебе в автосилу, и выбор большой, и по карману не било. Фото на сайте, 7 магазинов, Автосила Уфа. Тыкай в мобилу. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. ОСАГО 24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгиз и по телефону в Уфе 266 46 24. Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет Октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Наружка и коврики всего 200 рублей. Питстоп Уфа. Кирова 128/1. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная 2/2. Телефон 293 46 06. Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!